В разное время про него говорили по-разному. Это очень остроумный и юморной человек. Об этом не напишут в учебниках, несомненно. У него могли быть длинные волосы, он мог не расчесываться. Там и вино, и шампанское, и пиво, и порой даже водка. И он стал объединяющей фигурой для татар. Здравствуйте, дорогие друзья! К 136-летию великого татарского поэта Габдул-Тукая мы бы хотели поговорить с историком, с исследователем Габдул-Тукая, с Гиматдиновой Гузалией. Гузалия, все мы привыкли видеть Тукая из портретов, из татарских учебников. Ну, нам хотелось бы поговорить о нем как об альтернативном Тукае. Да? Расскажите о нем, какой он был, по-вашему. Вы же как раз-таки изучаете Тукая, занимаетесь Тукаем уже, да? Да, с 2012 года, как на втором курсе своего бакалавриата, я взяла тему «Образ Габдулла-Тукая в культурной памяти татарского народа». Я так с разных сторон мяла Тукая, смотрела, как формировался в памяти народный именно образ Габдуллы-Тукая. В разное время про него говорили по-разному. И очень много его современников оставили воспоминания о Тукае, которые нам показывают его, ну, как вы говорите, с альтернативной стороны, немного таким Тукаем человеком. Сейчас очень много торжеств, и Тукая возвеличивает, он такой вот на памятнике Габдулла-Тукая, на пьедестале высоко. А сегодня у молодежи есть такой запрос на очеловечивание Тукая. Поэтому многие говорят про Тукая как про хипстера и показывают его фотографии, где он такой в черных очках сидит модненький. И в воспоминаниях его современников он тоже изображен. Говорит, он ходил в черных очках, да, это достаточно часто. У него могли быть длинные волосы, он мог не расчесываться. О, да. Быть хотел похожим на русских писателей, еще мне говорили, да? Да, есть такой момент. Об этом, кстати, Михаэль Фридерих, это немецкий автор. У него есть замечательная книжка «Габдулла-Тукай как объект идеологической борьбы». И в биографической части он собрал очень много вот таких вот фактов. И в том числе он описывает, что один из дней, он такой, как пародируя Льва Толстого, несколько вышел там в рубахе, шаль, значит, вокруг там таза обмотал свой, чем очень, эпатировал. То есть, мне кажется, это было характерно тоже для него, исходя из воспоминаний, то, что это некий эпатаж, бунтарство. Поэтому, мне кажется, вот эти вот длинные волосы, он еще мог ходить без тюбетейки, или надеть там кепку, или вообще с непокрытой головой. Есть знаменитая фотография Габдуллы-Тукая, которая во всех учебниках, как мы в школе учимся, тюбетейки, и на самом деле его современники говорят, что да, вот он пришел в фотосалон, там, в принципе, видно, у него длинные волосы для мужчины, вот этот каляпуш, значит, ему дали, он надел на голову, что, дескать, он не особо-то любил это носить, но некоторые его современники говорят, что на эту фотографию на себя не очень похож. Вот это самый популярный образ, самый популярный портрет Тукая, насколько он вообще реальный Тукай, появляется вот такой вопрос. И, на самом деле, вот в этих воспоминаниях, если порыться среди его современников, знакомых, кто с ним в разное время общался, мы можем узнать много нового, чего нам не рассказывают учебники. Например, его как соученик, скажем так, в медресе в период Уральска, когда он там в медресе учился, он, например, пишет, что Тукай мог курить. Причем не прячась, а открыто, демонстративно. Потом Фатих Амирхан и Галиаскар Камал уже про его казанский период пишут, что он мог злоупотреблять алкоголем. Там и вино, и шампанское, и пиво, и порой даже водка. Он много курил, я слышал. Вот это, в биографической драме у Ахмета Файзи, там уже, конечно, вопрос, Файзи-то в 40-е годы пишет эту биографическую драму. Когда он в Петербург приезжает в редакцию, Нур приходит, и первое, что он застает, табачный дым. И Тукай якобы говорит, пишет Файзи, что вот здесь дух свободы, табачный дым. А Тукай путешественник, саяхатчи, он любил путешествовать? Вообще вся его жизнь — это путешествие. Мы знаем, «Есімде қалғаннар», в его автобиографической вот этой повести, как он там кочевал из одной семьи в другую, из одного села в другое. И уже его главный переезд, это был в Уральск, где он там получает образование, а потом важно, что он возвращается в Казань. Если смотреть на его путешествие, скажем так, уже во взрослом возрасте, может быть, отчасти это было вынуждено. Например, в Астрахань он едет. Почему на юга? Он уже болен туберкулезом, ему нужен климат по суше. А потом мы знаем о его путешествии в Петербург. Там климат вообще не подходящий для его здоровья. Но там, кстати, он
получает прием у хорошего врача, и говорят, что тогда уже было известно, что у него одного легкого уже все нет, и от второго легкого там половина, что ли, даже остается. И потом он, как я слышал, переезжает в Уфу, в Башкирию, да? Да, еще и в Уфу он посетил, там встретился с Маджитом Гафури. С Уфы потом он понимает, что там не вылечится, переезжает обратно в Казань. Ну, он, да, там фактически, я, может быть, здесь периодизацию, хронологию нарушила, как он между городами-то ездил, но там не всегда было связано с его здоровьем. Мне кажется, тут еще его интерес к обществу в этих городах, потому что в Петербурге он идет, да, вот в татарское общество, в ту же редакцию, да, НУР. В Уфе он встречается с Маджитом Гафури, он ищет какого-то общества, да, где там, не знаю, пообщаться, какие-то передовые люди, вот это его интересует. У него же много друзей? Ну да, Фатих Амирхан, например, один из его друзей. Да. Вот, так-то у него круг был, да, разнообразный, широкий. Хочется узнать все-таки, как же он все-таки повлиял на татарскую культуру внутри республики и вне нее, ну то есть за рубежом. Меня интересует, как конструировался образ Тукая, как менялся его образ, как вначале про него говорили, что вообще его нужно вычеркнуть, да, в ранний советский период, потом становится пролетарским поэтом, потом становится таким национальным поэтом, мусульманином, да. Причем в воспоминаниях, кстати, есть, его сестра Газиза пишет, что он мог намазлык использовать как прихватки или фартук. Серьезно? Да, это причем, ну, не говорит о том, что он был нерелигиозным далеко человек, но просто он не очень серьезно практиковал, скажем так, ислам, да. Вот, а сегодня его представляют таким вот... Гений такой, да? Да, там хронические мотивы в его образе, несомненно, они есть, но немножко сложнее, мне кажется, как и любой человек, Габдулла Тукай. Важно, что Габдулла Тукай в национальной идентичности татар, он становится такой основополагающей фигурой, объединяющей фигурой. Он, получается, такой бедный Габдулла, который сирота, умер от туберкулеза в юном возрасте. У него он использовал фольклор, да, в своих произведениях, туантель, который сразу разошелся. То есть он стал объединяющей фигурой для татар. И, например, когда после революции татары, башкиры уезжают за границу, они открывают общество, которое называют Тукай или Туантель. Да? То есть он является, вне зависимости от того, где проживают татары, такой скрепой, как сегодня принято говорить. Вот, и я бы рассматривала с этой точки зрения и с точки зрения, как сегодня Республика Татарстан использует его образ, скажем так, на экспорт. Например, в Турции ему в 2000-е поставили 2 памятника. И, например, как сегодня Татарстан позиционирует себя за границей, там в Париже Сабантуй, да, провели. И такой тоже товаром, скажем, на экспорт, да, чтобы рассказать о татарах, о Татарстане, становится Габдулла Тукай, в том числе. И по России тоже в 2000-е прям вал памятников Тукаю. Там в Москве, в Татарстве, в Петербурге, в Астрахани, в Борде, в Пермской области, там в Ульяновской области. Ну, такая вот как точка опоры для татарского народа. И я как раз вот в своих исследованиях говорю об этом, и мне кажется, интересно с этой стороны тоже посмотреть. Характером Тукай какой он был? Ну вот, опять же, обращаясь к его современникам, к воспоминаниям, многие говорят, что он был такой... Было что-то у него такое есенинское, вот это вот? А что вы под есенинским вот озорно-бунтарское? Мне кажется, что было вот как раз-таки в том, что он там мог ходить с длинными волосами, там без тюбетейки, в этом есть что-то такое бунтарское. А его современники еще говорят о том, например, что он был где-то меланхоличен, да. Ну, он же поэт все-таки, да, в том числе. А еще описывают, что он был как ребенок, и с детьми очень хорошо ладил. Но это понятно откуда, потому что его детство было очень сложное. Согласен. И, например, его современники описывают на ярмарке в Казани или в Нижнем Новгороде, он обязательно катался на каруселях или на деревянных лошадях. Да, ему это все очень нравилось. Отыгрывался за детство, скажем так. У него, кстати, тоже есть в воспоминаниях, Исимда Калганнар, он пишет, что в казанский период, когда его взяла семья из Новотатарской Слободы, это была рабочая семья, ремесленники, насколько я помню, и
Вот он увидел в Казани впервые, наверное, карусели, да. Ему как бы хотелось, но он боялся попросить, потому что Йорле, да, как бы не было денег, да, и он как бы боялся у своей вот приемной матери денег попросить. И мне кажется, вот уже во взрослом возрасте он отрывался по полной, что называется, на всех этих Его можно каруселях. понять. И игры, говорит, очень любил. Какие? Азартные, озорные? Не-не-не, с детьми именно, типа как лапта, но не лапта, какая-то такая вот игра. Однажды он, вот, кстати, в воспоминаниях тоже как Чурином в Симбирск поехал, это богатые купцы, он там в бильярд, например, играл, но это у купцов было. Ну да. Это и сейчас продолжает играть уже у нас. Еще один такой вопрос. Он, Тукай, писал матершинные стихи? Ну, мне кажется, да, у него, как у любого поэта, это есть, это, ну, может быть, об этом не напишут в учебниках, несомненно, но, мне кажется, вполне невозможно, учитывая его такой некий характер. То есть, ну, мы так скажем, он писал матершинные стихи, он человек. Да. Это может быть его отдушина такая-то, да? Ну, мне кажется, он еще был такой очень остроумный очень. И юморной человек, поэтому, мне кажется, это не противоречит. Опять же, вот этот образ великого поэта, и как бы в него нельзя вместить матершинника, на самом деле он человек. Ну и с юмором у него было все в порядке, я так понимаю, да? То, что я читаю от современников его, да, и то, что я там читала сама из его творчества, мне кажется, это очень остроумный и юморной человек, поэтому... Поэтому все может быть, да. Тукай все-таки любил юмор.